руки должны постоянно быть мокрыми, чтобы глина скользила. Сначала просто поглаживаем ее. Здесь важно терпение, тогда гармоничным пропорциям быть. Ремесленник объясняет, левой рукой придерживаем емкость, а пальцем правой надавливаем по направлению к центру. И вот первые очертания будущего кувшина вырисовываются. Когда тут получается, нужно так, чтобы она понималась конусы. Так подняли, лишнее снизу убираем. Так. И вот сейчас так бери и опускай. Дави сверху, то есть сильнее дави. Идея открыть гончарную мастерскую зародилась у молодого предпринимателя Беслана Атикова давно. Парень и сам долгое время увлекался ремеслом и понимает, насколько полезным является это дело. У незрячих и слабовидящих, а также у глухонемых руки очень сильно развиты. Они все чувствуют намного лучше, чем мы, поэтому им это дается намного лучше. Мы планировали открыть мастерскую, чтобы незрячие и слабовидящие делали изделия, а глухонемые раскрашивали изделия. Но у нас не получилось, но в дальнейшем надеемся, что у нас это получится сделать такую концепцию. А так это будет способствовать для них как бы дополнительным заработкам. Они смогут в чем-то себя попробовать. Но несмотря на это, желающих смастерить свое изделие здесь немало. Гончарное занятие людям с ограниченными возможностями здоровья помогает раскрыть свои творческие способности и проявить себя в обществе. Так и Рамзан в мастерской частый гость. Мне нравится глиной заниматься. Глина мне напоминает как пластилин. А пластилин мне нравится. Гончарному делу Беслан посвящает практически все свое время. С его изделиями из глины знакомы многие жители республики. Посуда, вазы, украшения и не только. Открыть мастерскую получилось благодаря гранту, который он выиграл на конкурсе «Торги». Я защитил проект и выиграл сумму 400 тысяч рублей. И я должен был открыть студию творческую. И закупил все необходимое оборудование. И, кстати, получилось открыть мастерскую. Как вы видите, она сейчас уже работает активно. Проект завершился в марте этого года, но мастерскую я все-таки сохранил и начинаю дальше создавать посуду. Сегодня мастерская – прекрасная возможность для людей с инвалидностью реализовать свои скрытые таланты, разнообразить деятельность, утвердиться в жизни и не только. Эти изделия сделал парень, ему 15-16 лет, он незрячий, его зовут Иса. У него была мечта создавать посуду и продавать ее. И с помощью нас у него это получается. Мы помогаем ему создавать посуду и, скорее всего, в дальнейшем будем выставлять его посуду на продажу. В мастерской есть все необходимое – гончарный круг, глина, инструменты, глазурь и красители. Каждый желающий может познакомиться с древним ремеслом гончарства под руководством опытных мастеров. Я хочу создать маленький уголочек в старинном образце, чтобы именно когда приходят гости с других регионов, они могли окунуться типа как бы древнее наше ремесло. Это гончарное ремесло как бы оно древнее, поэтому я его начинаю возрождать. Я хочу сделать такой уголочек под старинку. Помогает с реализацией фонд КДЛ. Он предоставил Беслану помещение под мастерскую. Здесь часто проходят коллективные бесплатные мастер-классы, благотворительные акции. Ведь для парня важно нарастить опыт, расширить свои возможности. Дорогие друзья, приходите на 3-й этаж в кабинет Беслана в столице Ингушетии, в Магаз, улица Дахкильгова, 4. Для чего им нужно приходить? Чтобы разрабатывать руку и память. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Магаз, 24.